Железная леди. Так можно назвать фитнес-тренера Ирину Мелькову. Как похудеть, набрать мышечную массу и что такое правильное питание? За ответами ежедневно к ней приходят десятки клиентов. Она с легкостью победит кого угодно, но вот что точно никак не осилит, так это схватку с аллергией. Здоровое тело и здоровый дух оказываются, увы, не помощники. Сезонный ринит впервые застал врасплох Ирину в подростковом возрасте. С тех пор каждый год она с опаской ждет период массового цветения. Я начинаю вести тренировку, я не могу дышать. Мне прям очень тяжело работать в этот период. Я либо тренировки сокращаю, либо как-то увеличиваю дозу вот этих лекарств. Никаких альтернатив таблеткам не предлагают, к сожалению. С каждым годом, что меня пугает, приходится все таблетки сильнее и сильнее покупать. То есть, каждый раз какая-то дозировка все больше и больше. Не знаю, как буду спасаться. Как сказала аллерголог сама, вам нужно переехать туда, где нету берез, где нету вот этих аллергенов. То есть в какой-то такой регион, где нету раздражителей. В этом году она так и сделала, но отпуск случайно совпал с периодом именно буйства природы. Поэтому слезы, чихание и насморк прошли пока мимо. Да и врачи говорят, деревянный поленос, то есть реакция на цветение деревьев, в коме прошел относительно спокойно. Спасибо прохладному маю. Зато сейчас недомогание ощущают те, у кого аллергия на злаковые. Сейчас обострился очень сильно злаковый поленос. Пациенты страдают, пошел наплыв. Клиника очень активная. Препараты, которые начинают принимать пациенты в острый период, конечно же, работать не будут. Они не работают, поэтому приходится включаться врачам-терапевтам, аллергологам, пульмонологам и назначать дополнительные средства для купирования этих симптомов. Летом у нас еще будут злаковые аллергические проявления. Это на полынь, на амброзию. Амброзии у нас нету, она у нас не цветет, но люди, которые будут выезжать в августе месяце на юга, они будут очень сильно страдать. Поэтому просто вспомните о том, что говорил аллерголог, заранее подготовьтесь. А у нас полынь и лебеда, злаковые травы. Уберечь себя и детей от подобных реакций, по словам медиков, сложно, но все-таки можно. Главное – строго следовать рекомендациям. А именно начать прием антигистаминных препаратов. Они имеют накопительный эффект за 2-3 недели до предположительного начала цветения, определить который с приходом современных технологий становится все проще. Так, одна из популярных поисковых систем России теперь предлагает своим посетителям изучить пыльцевой мониторинг. На карте можно посмотреть текущую концентрацию пыльцы и прогноз вплоть до конца сентября для всех регионов страны, в том числе и для Коми. Александра Головина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.